Наступает очередной день нашего телепроекта. Сегодня наши красавицы выспались, позавтракали, и мы дали им время привести себя в порядок. Давайте поговорим с вами о завтраке. Наверное, сейчас еще пока есть некоторые запасы. Чем сегодня вы радовали себя с самого утра? Так, у нас на утро были блинчики. Это у нас готовила Саня, да? Да, мама Сани и Барни. Все. А ладушки нет. Ну, то есть достаточно хороший такой завтрак. Я вам больше скажу, что у съемочной группы далеко не такой завтрак, как был у вас. Сегодня с утра мы решили нашим девчатам дать задание, связанное с их любимым делом. Узнаем, кто с этим справится лучше. Дорогие мои девочки, у нас готово следующее задание для вас. Мы сейчас предложим вам создать для себя образ. Образ, который будут оценивать позже не мы и не наши спикеры, а будут оценивать телезрители. То есть за эти образы будет голосование. Для преображения вы можете использовать любую локацию, которая находится рядом. Для своего образа вы можете использовать все, что вы привезли с собой. Самое главное, чтобы этот фото и видеоконтент полностью характеризовал вас как личность, а самое главное, характеризовал ваше участие в этом реалити-шоу. Локаций очень много, как красивых, так и таких специфичных. Все, на что способна ваша фантазия, приветствуется. На сборы у вас есть достаточно много времени. Приводим себя в порядок, либо наоборот отказываемся от всех благ цивилизации. Ну а позже занимаем локацию, с вами будут работать, конечно же, наши операторы, ну а также будет фотосет. И затем позже мы запускаем голосование интернет, и телезрители оценят лучший образ реалити-шоу. Вы готовы? Да. Идеи уже есть? Да. Я вижу уже улыбки на лице некоторых участниц. Не буду вас томить, поэтому, девочки, дерзайте. Спасибо за ваше задание. Оно проявит каждого, мне кажется, потому что это именно вот персональную вот эту будут вытаскивать. И девочки, всем удачи. И мне тоже, конечно. Привести себя в порядок им не составило труда, ведь этим делом они в городе занимаются каждый день. Хотя в деревне люди ценят натуральную красоту. На всю эту красоту девушки потратили чуть ли не целый день. И смотрите, вот что получилось. Я утром проснулась в 6 утра, посмотрела на правую сторону от нашего лагеря, увидела хотон, и сразу у меня пришла идея. Ну, это в шутку, твоё? да. Все, у меня здесь будет фотосессия. Я приехала сюда не зря. У меня была фотосессия с телятами, там их очень много, где-то штук 60-50, они все вокруг меня бегают. Я, в общем, стою сосочкой. В розовой одежде. Звучит как-то двояко. С сосочкой стою. Ну, сосочка для С телят. бутылочкой, да. Бутылочка, да. Да, хорошо, дальше. Да, ага. И вот у меня там проходила фотосессия. Я что боялась, ну, может быть, что на меня налетят телята, да, потому что от испугу, и все-таки там целый, ну, их очень много было. Кадры, как мне не показали, конечно же, кадры, как мне кажется, и другим, да, девочкам, но сказали, что все классно, все круто, и все с первого дубля, поэтому я... То есть сложностей Нет, работы не с было. животными не Сложности было вообще? Нет, не было, да. Ну, как бы, я очень люблю фотосессии, я очень люблю камеру, поэтому у меня в этом никаких сложностей не А было. по поводу момента некой брезгливости, возможно, неприятных запахов? Я была в резиновых сапожках, да, которые мне одолжила Сания, фиолетовые, очень подошли под мой образ. Мне вот это вот очень нравится, что мы можем дополнять друг друга. Одалживать что-то, заколочка где-то что-то. То есть вот, пока вы сапожки. еще дружите, такого нет, Мы да? дружим, да. Что типа у тебя ничего нет, как хочешь справляйся. Нет, конечно. То Как есть это пока так? делитесь, да? Не, ну она по натуре, Кристина, мне кажется, она благородная. О, Я ее как бы давно смотрела с Африки, как-то так, до короны. И я вот заметила, что у нее вот есть персональные какие-то качества, которые даже другим кажется, что она вот
Ну, я даже скажу, что даже я так думала, мы же как-то не знали друг друга, что она вот именно есть свое я твердая, стержень у нее уже отработанная, и как модель вот есть такое. Хорошо. Так, получилась ли у нас фото и видеосъемка у следующей участницы? Да, мне вообще очень понравилось, потому что я фотографировалась на коне. Первый ли это опыт? Я вообще сегодня была на коне, у меня был классный образ. Ну да, и, конечно, это первый опыт. Я никогда не фотографировалась на коне. Я вообще на нем сидела только на пони в детстве, поэтому на площади Ленина, как и все, наверное, возле фонтана. И все. Мне очень понравилось, правда, ну, были моменты, конечно, он там сбежать со мной хотел, но как бы его остановили, поэтому все нормально. Я здесь с вами. Ну, мы видим, что ты поработала очень хорошо и над своим внешним образом, то есть у тебя прям очень красивые такие аксессуары, мы видим и на голове, и в ушах, и даже лицо у нее все блестит. Ну, потому что я люблю аксессуары, поэтому я, наверное, с собой взяла их больше, чем одежды. У кого что? Да, поэтому вы будете меня видеть каждый день в одной и той же одежде, но я буду менять сережки. Да, мы тоже все, ну, как бы мы все вместе придумывали все образы, там, одалживали все. Я, например, позаимствовала, мы повязали платок, ну, потому что я не знала, что придумать, у меня мало же, как сказала одежды, да, мы повязали вот Ксюшин платок мне сюда. На грудь. На грудь, да. Сработало, я думаю. Да, все было вообще отлично. И туфельки мои пригодились, потому что, ну, они были просто как аксессуар, я их держала в руках и ходила с ними, но это тоже было красиво. Ну, собственно, а проблемы-то были как-то вот именно с физической точки зрения? Ну, Нет. сидеть на меня коне вообще- сложно или нет? Вообще у меня получилось с первого раза. Я же сразу же прям как запрыгнула на жеребца от души. И мне было очень комфортно, но мне понравилось. Ну вот, а так никаких сложностей не было. Я сегодня ходила босиком, поэтому пару раз наступила на свеженькие, как это называется правильно, балбахи, тепленькие. Ну и все, в целом нормально. Или все-таки это в Достаточно. примете, что это к финансовому пополнению? Да. Может, ты уже специально ходишь по ним? Может быть, не знаю, а может Как можно быть... дважды наступить? Еще и на тепленькие. Еще и сразу на одной, потом на второй ноге сразу. Все. Ну все, то есть Деньги ждем. меня ждут. поэтому- Ждут в городе где-то. наверное. Так, хорошо. Рассказывает о своих спасибо. эмоциях. Теперь у нас участница следующая. И у тебя, конечно, был совершенно такой образ, которым, как мне показалось, ну прям тебя полностью характеризует. Рассказывай. У меня была фотосессия на сене, рядом с сеном. На самом деле мы все помогали друг другу. В последний момент, самый перед выходом, прям мы поменяли мое платье на Кристинина. И я пошла. Мы шли очень долго. Да, это одна из самых отдаленных локаций, потому что туда нужно было дойти. Температура воздуха сегодня была порядка, наверное, 30 градусов тепла. И это в самый солнцепек. Да. Дошла. Да, в этом сложности как бы особо-то не было. Далее было самое сложное, это насекомые, которых я очень сильно боюсь. Я залезла на сено, и меня кто-то укусил, и у меня началась просто паника. Так, вопрос, куда тебя укусили? Палец. Палец. Да, Хорошо. я потом хотела еще раз сесть, но я уже не смогла себя перебороть. Преодолеть свой Да. страх. Ну и в целом, ты думаешь, по 10-бальной шкале, насколько ты выполнила свою работу? 10, естественно. 10, естественно. А она по-другому никогда и не отвечает. У нее всегда про себя, если любимую, то всегда по максималке, да? Я уверена в своей работе. Молодец, умничка. Ну что, еще одна фотосессия. Здесь уже совершенно другая стихия. Стихия воды. Рассказывай. Так, образ был у меня девушка лето, и образ подбирали под мое единственное желтое платье. Аксессуаров у меня с собой не было, поэтому мне пришлось собрать кучу цветочков. И вот со цветами было. Ну, то есть ты выкрутилась таким образом. Да. Нет на тебе железок, бантиков, Да, очков. вообще Ты ничего не решила было. все взять с природы, так сказать, да? Да. Получилось, ты думаешь, у тебя все? Ну, наверное, получилось.
Но твои желтые сапожки резиновые, мне кажется, тоже были прям в тему. Да. Они и в тренде, и достаточно модно выглядели. Ну, дорогая наша Саша, вот здесь сейчас будет полный Бомба, да? разнос, так сказать, да? Да, Ну, давай, я не рассказывай. была в Якутии, не живу 22 года. Мне кажется, об этом уже знает вся да. республика. Ну, в общем, я выбрала Саха, девушку, Мгм. с хамусом, потому что я полгода тренируюсь, и это, по-моему, я не говорила еще, да? Мгм. И я хотела вот это показать. И я, как вы знаете, 10 лет при посольстве России работаю в Тунисе в шахматный инструктор для детей, для начинающих и для всех начинающих. Вот, и это, кстати, как реклама, да? Твоих услуг, да, уже? Да, я Ну, даю упустит момент. онлайн, все такое, преподаю. Я в Якутии переехала, и я Саха, и, господи, боже мой, И образ твой образ был мой, да, как собирательный такой. якутяночка. И вот именно я свою индивидуальность выразила как-то вот шахматы, хамус как раз, орган, да, правильно, если сказать по-русски. И что еще у меня там? Да, солнце, я смотрела на солнце. Да, какие сложности, конечно, это же самое было солнце как раз наверху. И когда вот смотришь на солнце и автоматом закрываешь глаза, я попадаю в магию. И я еще, там еще были вот такие видео, такие маленькие, что я играю в шахматы. И там была партия, как раз там очень даже профессиональные были, стояли фигуры, если заметите. Да, и вот этот хамус. И я вообще как будто окунулась в какую-то магию, фантастики. И я просто почувствовала, что я живу реально прямо сейчас. И просто я кайфанула. Но вот такую огромнейшую работу проделали наши участницы сегодня. Действительно, задача была не из легких, ведь девочки продумали не только свой облик, они поработали и над макияжем, и над прической, над аксессуарами, ну и, конечно, самое главное, над работой на камеру, потому что многие из них это делают впервые. Ну а для кого-то это, конечно, уже образ жизни, да. Девочки, ну что, я думаю, что самые главные оценки, конечно же, за этот конкурс должны будут определить телезрители. И позже обязательно мы узнаем, кто же, по мнению телезрителя, завоюет первое место, то есть получит максимальное количество баллов за эту работу. Об этом мы узнаем, конечно же, позже. Скорее всего, это произойдет именно в финале нашего телепроекта. Ну а мы, наши дорогие телезрители, предлагаем вам голосовать за наших участниц. Именно от вас зависит итог нашего телепроекта. Девочки, ну а сейчас, смотрите, вечереет. В нашей деревне совсем скоро все смеркнется. И именно сейчас наши уважаемые дойеры занимаются своим почетным делом. И я думаю, без вашей помощи им сегодня не обойтись. Поэтому, девочки, подготовила для вас сюрприз. Так, как бы еще его достать? Ну что, к сожалению или к счастью, это не ваши сотовые телефоны, девочки. А я понимаю, что вы хотите, чтобы я сейчас их всех раздала вам. Не будет сотовых. Будут вот такие ведерочки. Передай подруге. Пожалуйста, вам. Пожалуйста, вам. Обратите внимание, мы вас пожалели. Ведра не 10-литровые. Уже хорошо. Ну что, девочки, мы уже слышим звуки доильного аппарата, но, забегая вперед, я вам сразу говорю, вас он никак не коснется. Мы будем все делать своими любимыми, чистыми, красивыми ручками. Основные условия конкурса узнаем уже в нашем коровнике. Ну а сейчас, девочки, легкой походкой вновь отправляемся вон туда, вперед и с песней. Я думаю, эту траекторию мы уже знаем наизусть. А с наступлением вечера наши царевны, как в русских сказках, но в нашем случае наоборот, превратились в обычных деревенских девушек. И мы сразу их решили погнать на коровник.
так как наши красавицы знакомы с местными тёлками лишь пару дней, мы им решили показать мастер-класс по дойке коров. Уж больно страшно за тёлок, ведь до их вымени до этого не прикасались пальцы с нарощенными ноготочками. Девочки, задача наипростейшая. Сейчас вы проходите на мастер-класс от уважаемого дойера Татьяны Дмитриевны, которая любезно согласилась обучить вас тому, как нужно правильно доить корову. Начнет она все полностью поэтапно вам показывать, рассказывать. Ваша задача, самое главное, понять. Ну а потом у каждой из вас будет всего лишь 3 минуты. 3 минуты, девочки. За эти 3 минуты вы должны будете как можно больше надоить молока. Наипростейшая задача. Может быть, у кого-то вообще ничего не выйдет, а может быть, кто-то сегодня, может, даже и стакан получится надоить. Это все достаточно просто, легко. Самое главное – начать и попробовать. Я думаю, вы у нас молодчинки, справитесь со всем. Самое главное теперь пройти и прослушать хороший, грамотный мастер-класс. Девушки, здравствуйте, проходите. О, девушка, добрый вечер. Здравствуйте. Знакомьтесь, это Татьяна Дмитриевна. Очень приятно. Сегодня именно она будет учить вас правильно доить корову. Для начала, как мы приветствуем уважаемых гостей, девочки? Вот так, молодцы. Хорошо. Для начала кольца снимать, девочки. Оказывается, у вас есть кольца, да? Да. Ага, у нас коровы титьки нежные. Может, аллергия. Может, браслетики тоже? Браслеты тоже? Да. Браслеты тоже. Да. Все. Сейчас мы загоним коров. Коров, хорошо. Якутскую коровушку. Точка, кай, точка, точка. Точка, кай, ой, кот арган. Точка, кай, точка, кай, там, кай, такая, такая, ляра, кай, такая, такая, катаем, кай. Ой, мамочки. Такая, Ой, господи. Как зовут ее? Точка. Точка, дед. Ага, точка. Кличка Точка. А вы знаете всех коров поименно, да? Да. Стульчики возьмем. Сейчас будем мыть грудь. Ой, вымя. Вымя. Ага. Мыло обязательно нужно. Хозяйственное? Хозяйственное, ага. Это вода нормальная, да? Вот. Можно, это может быть грязно, туда-сюда, мыло надо. Мыло надо мыть. Татьяна Дмитриевна, это с родинкой вымя, да? Ага, с родинкой. Ой, какой хороший. Как у человека. Обязательно вот так мыть надо. Вот прям так тщательно, девочки, и будете намывать сами. А потом же молоко, чтобы не пахло, да? Вот. Сейчас. Вот помыли, Помыли с мылом и можно подоить. Надо ведет аккуратненько, вот так, чтобы молоко не... У нас вот такое удобно, да? Вылейте потом туда. Вот И так. пошла. А расскажите нам секретную технику, как у вас получается? А первый раз как молока? пробовали сами? Сами, да. Ага. Сама, да. Сколько лет было? Ой, 17 лет было у меня. а, да? И Ага. как? Ну, я всегда научила меня это старшая доярка. Ага. Ага. Не могла по одной рукой. Вот так делала, Ага. да? А, Все это кулаком не сделала. ага. Вот так только делала. Пальцы, да? Пальцами, ага, вот так. И Ну вот вот, пальцами. пальцами. Потом научился. Ага, и вот кулаком. Как? Кулаком. Быстро. Вот так, да? А, Быстро. Ой, а хвост надо было завязать, да? Нет. Можно. Иногда нет. Вот так же делают, да? Молоком. А вы вот так нажимаете или вот Вот, так ага, спускаете? нажимаю. Вот, вот. А, вы просто? Вот. Вот так, да? вот так, А в просто. какое Ага. место давить надо? А? А то место кулаком вот так. Вот, вот. Кулаком Ну, давить. это титька же есть? Ой, Вот. хвост надо завязать, мне кажется. Вот. Вот двумя будет вообще быстро. А с первого раза у нас получится, как думаете? Ну, вот получится. Да? Давайте попробуем. Ой, постоянно доите, да? Постоянная зарядка. А сколько лет уже? 17. Почти 40 лет. О, а 3 Нет. штуки, 4 нету, что ли? Вот еще 4 вы. 4. 4. Не 4? Четыре. А, там Вот
Вот же. Четвертая. Заходите, пожалуйста, осторожно. Какая она большая! А вымя-то какого размера? Посмотри, она просто огромнейшая. Мастер-класс послушали, а теперь настало время применить все знания на практике. И сейчас мы увидим, как они внимательно все слушали. Я бы поцеловала, но я не знаю там что. Да, Кристина, умеешь ты массировать вымя. Но вот только ты не пожалела коровушку, а ей теперь с этим жить. Мне кажется, ты мозоли оставила у нашей коровушки. Тем, кто занимается вот дойером, у меня очень большое уважение, респект. Потому что это очень сложная работа. Они каждую корову доят по 15 минут, а их здесь 60 штук. Поэтому даже не знаю. Наверное, я здесь не останусь работать. Эх, не быть тебе, красавица дояркой, раз так быстро устаешь. Ну или тебе надо тренироваться. Ой. Вот так тянуть надо, да? Я вошла уверенно, думала, фингал звали мою коровушку. И я погладила, почесала, думала, ей это будет важно. У нее были такие глаза огромные. И я помыла там вымя, потом начала, как его называется, смотрю, у нее 5 штук. Это же нереально было, должно было бы быть 4 как-то у коровы же, да вот так же. А смотрю, у нее 5-я где-то маленькая. Я говорю, точно эту 5-ю не буду трогать, там не будет молока. Но вымя у нее сзади вот такая, а спереди такие маленькие. Мечты сбываются, Сания, но иногда мечтать надо осторожно. Буквально вчера ты нам говорила, что хочешь подоить коровку. Вот тебе и корова. Покажи нам класс. Мы думали, что здесь будет очень страшно, а здесь на самом деле очень даже ничего, так красивенько и чистенько, и все так автоматизировано кажется, и нам не придется вручную доить корову. Подожди, ты, может быть, забегаешь вперед, поэтому я тебя не радовала такой информацией, но это уже чуть позже, да? Ну, а, собственно, вот уборка хатона. Ну, что в этом сложного, да, как бы? Вообще ничего. 3 минуты – это на самом деле достаточно долго. Оказывается, даже сразу же руки опухают вот в этих местах. Это было очень сложно. И кажется, завтра мы ничего не сможем делать руками больше. И я начинаю же вот так делать, где вот это вымя, где огромное молоко. Я начинаю вот так делать. И сзади там была тоже, видно, что сзади у нее молока-то побольше, чем спереди. Там видно, вот так вот. И я начинаю вот так, и ничего не идет. И я тут вспоминаю на мастер-классе нам вот так, она говорит, кулаками вот так надо. И я, значит, начинаю кулаками вот так сжимаю, а она идет, слава богу, думаю. Она не дуется. Подоила я корову. Скажу сразу, это не мое. Я не доярка вообще. Хотон это тоже не мое. Мне было очень тяжело и очень страшно. Когда я сюда ехала, я думала, что я не боюсь ничего. На самом деле я очень сильно ошибалась. Я бы выдержала испытание с 50 змеями вокруг меня, но не с коровой рядом. Это для меня был дикий стресс. Я же просто вот так, вроде и молоко идет, но мало. А на мастер-классе у нее там вообще вот так сразу ядро молоко. У меня, смотрю, все равно дно. И начало вот так. И пошло, мне понравилось. Он такой, типа, да, хорошо пошло. Начала вот так. А время там минута с чем-то, там Даша мне говорит, Дарья. И я даже тяну вроде по капельке, как будто кот наплакал, ничего не идет, и у меня стресс. Ей не больно, когда я тру? Коровку я приласкала, поэтому я думаю, что мы с ней нашли общий язык, поэтому она не брыкалась, и вообще все было классно. 10 секунд. Все. Так, и стоп! Стоп! Сказали, все, время закончилось. Я вот так отпускаю руки, и перед камерой я не могу. Я говорю, у меня что-то произошло. Они сами все в шоке, я не могу разгибать свои пальцы. Вот это был феномен. Ой, ничего, что я тут вся на эмоциях. Вот, но сейчас все уже, слава богу, больше не буду давить. О,
Результат. Подождите, тут еще есть капли. Пока синьком это позор. Так. Ну давай, переливаем в это ведерко. Мне кажется, твоего ведерка не хватит нам. Посмотрим-ка. И... Ничего себе! О! Тихо! Тихо! Ой, мамочки! Ровно! Глаз алмаз! Раз, два, три. Это твой результат. Ой, мамочки, это много или мало? Об этом мы узнаем чуть позже. Подержи свое молочко, порадуйся. Ой, так понюхаю. Спасибо, моя фингалушка. Руки трясутся? Да. Всего лишь, как она это сделала, блин, целая. Вот так, возьми в ручки. Ты думаешь, что тут больше будет, да? Все-таки хорошо, давай еще выльем. До последней капли, подождите. Да. Держи, моя хорошая, поддержать обязана каждая наша участница. Да. Девочки, ну что, на этом испытание подходит к концу. Мы, в свою очередь, благодарим вас, что попробовали, справились. Кому-то повезло чуть больше, кому-то чуть меньше. Но давайте сейчас поаплодируем всем, кто сегодня помог вам испытать эти новые эмоции. Но не забываем, что наши эксперты выставят свои баллы чуть позже. Что они будут оценивать, мы не знаем. Возможно, вашу стратегию, вашу технику, а может быть просто ваши красивые глазки. Спасибо вам большое, увидимся на лобном месте. Спасибо, вас любим. Спасибо. Трудно было не только нашим красавицам, но и нашим экспертам. Ведь трудно оценить работу, когда каждая из них достойна высшего балла. Ведь не каждый день они тут доят корову, и не каждый день они радуют своей красотой местных мужчин. Ну а что поделать? Соревнования есть соревнования. Кто-то ведь должен победить. Вот это Кристина, первая участница. Это у нас вторая участница Ксения. Вот столько молока у нее. Ксения. Потом это у нас Анжелика. Сколько баллов поставите? Ага. Это у нас Саша. Саша много говорила вам. Все. 1, 2, 3, 4, 5. Ваши баллы распределены у вас. Все, спасибо вам за ваши оценки. Благодарю. Ну что, дорогие девочки, подошел к концу еще очередной день нашего реалити-шоу. Я думаю, вот мы сейчас прям уставшие сидим. Даже по лицу видно, что немножечко этот день нас уже утомил. Давайте, кто готов поделиться эмоциями? Давай. С каждым днем нам все тяжелее находиться в этой деревне. Мы действительно выживаем. Сегодня чем был этот день для тебя? Ну вот прям очень, ну такой запоминательный. Коровой. Коровой? Да. Все-таки корова тебя победила. Корова меня победила однозначно. Ну, на самом деле, я повелительница их. Я когда вышла, они все пошли за мной. Мы не будем. То есть тебе лучше не доить корову, а бегать по полю, да? Да. Эффекта больше. Вот, кто там, пастух? Да. Вот, я бы была отличным пастухом. Дайте такое задание, и я справлюсь на все 100 баллов. Посмотрим на твое поведение, может быть, все получится. А для кого, возможно, сегодня день был, ну, как обычно? Мы живем как будто тут 10 лет, если честно. Реально. Я уже думала, купалась вчера, и, оказывается, я сегодня купалась. Вчера я купалась или нет? Реально вообще. Ой, да, ну, то есть, единственное, вот что-то как будто что-то мешает, это единственное, что, ну, наказывали несправедливо. Можете снять? Ты до сих пор под злопамятная эффектом этим, да? А так все как бы вроде нормально. Анжелика, пару слов от тебя давай. Так, Чем запомнился этот день? чем запомнился этот день? Ну, наверное, в коровнике, потому что у меня получилось подоить целое ведро. Да, мы сейчас обязательно узнаем подробные результаты, потому что у меня в руках, девочки, ваши баллы, которые поставили наши эксперты, это Степан и Семен. Наблюдали они не только за вашей техникой, напоминаю, но еще и за вашим поведением, за вашим общением. Кого-то вы прям веселили, честно скажу. Кого-то вы шокировали.
тоже можно сказать. Кто-то даже испугался за свое животное, когда вы прикоснулись к вымю. Да, ну что, давайте не буду вас томить и подведем итоги, потому что действительно на улице прохладно, да уже и поздно, нам пора спать, ведь наша деревенская жизнь начинается не в 10, не в 9 утра, а намного раньше. Ну что, первым у нас выступала Кристина. Кристина, по итогам 2 голосований Семена и Степана ты набираешь суммарно 8 баллов. Да? Семен и кто? То есть у нас по 2 балла, оказывается. Да. В смысле? Степан выставлял свою оценку и Семен. Суммируемся. У нее 8 баллов. Круто, круто. Дальше выступала под номером 2 у нас кто? Ксюша. Ксюша, суммарно ты получаешь 5 баллов от наших экспертов. 5! Третья выступала, конечно же, Анжела. Как вы думаете, какая здесь оценка? 10! 10 баллов! Саша, ты выступала предпоследней, и у тебя суммарно получается 5 баллов. О, дай 5. И Сания, ты выступала заключительной, у тебя суммарно 2 балла. 2? Капец, меня они не взлюбили, хотя я коровку полюбила, это несправедливо. Девочки, но, так сказать... Почему? Вот Один-один? правильно. Ну, это потому, что я их не веселила, их, оказывается, смешить надо было. А если ты шутки не шутишь, то тебе мало баллов ставят. То есть, девочки, конечно, здесь нельзя сказать, что только по объему молока, потому что, в принципе, вы были все равны, помимо Анжелики. Но мы сразу знали, если честно, Да, что конечно, Анжелика сказала, что у нее вроде бы все должно получиться. Ну вот, знаете, видите, уверенность все-таки должна быть превыше всего. Ну а теперь настало время узнать, кому вы поставите низкий балл по итогам этого дня. Кто, по вашему мнению, уже не ваша подруга? Так, ну я начну, наверное, с Ксении, 4. Я хочу поддержать ее, потому что она очень старается и на испытаниях, и тогда, когда нет камер. Она приготовила для нас обед, почистила картошку, помыла посуду. То есть вроде бы как никто, вот, кто, как Ксения, да, мы думали, что она вообще сдастся, там будет плакать, но она очень сильная. И вот за старание я ей ставлю 4. Но самые вот высокие баллы у меня вот Ксения и Сания. Сания у меня 3. Извини, Сания, но максималка у меня, если считать, что 4, то 3 это да, очень даже хорошо. Александра. Александра, она хочет стать блогером, она хочет медийности, а у меня это как бы есть, но чуть-чуть, но есть. И вот это ее очень сильно задевает. Мне почему-то постоянно, когда камеры не включены, мне за это всегда влетает. Вот ты там блогер, вот ты это, вот у тебя медийность. Кажется, это ее очень сильно задевает. Меня это уже, мне это надоело порядком, поэтому я ставлю 2. Так, ну Анжелике я ставлю 1, потому что, опять же, я ее не вижу. Она участвует, вот вроде бы на конкурсах она есть, но в коллективе ее нету. Иногда я даже забываю, и мне кажется, что нас просто 4, а Анжелика только на испытаниях появляется, вот, она не участвует, ну вот на сегодняшний день она не участвует в готовке еды, вот, вроде бы есть и вроде нет. Я вообще ее пока понять не могу, это для меня это вообще человек-загадка, поэтому высокие какие-то баллы я ей ставить не могу. Как я говорила, 5 баллов я оставляю себе, так как я пришла сюда за победой. Наивысшие баллы я разделила между Кристиной и Саньей, так как сегодня они мне очень помогли в испытании на фотосессии, подобрали образы, помогли с локацией. Саше я дала 2 балла, так как она помогала Анжелике. И 1 балл я дала Анжелике, так как она себя абсолютно никак не проявляет. Ни в общении, ни в каких-либо конкурсах.
Даже элементарно сегодня готовили кушать, и от нее просто полный ноль пользы. Начну с большой оценки Кристина 4, потому что, ну, она лидер во всех отношениях. Молодец. И тоже с коровами все нормально разобрались. Так, это получается у нас Ксения, она тоже красотка, молодец, 3. И Сания, ей 2, потому что она нас всех упорядочивает. Ну, у всех качества хорошие. Анжелика, она вообще молодец, у нее очень мало слов, и конкретный человек, мне ее характер нравится, но вот в этой ситуации я поставлю пока так. Кристине я поставлю 5, потому что у нее был самый лучший образ. Так, Саше я поставлю 4, потому что она подоила пол ведра, у нее получилось. Так, потом Сания. Сане поставлю 3. Так, то у нее тоже получилось. И Ксении 2. Все, вот так. И показываю, да? Начнем с наименьших баллов. Ну, я поставила Анжелике 1, просто потому, что человек неактивный, и у нее есть опыт, достаточно большой, да, например, что касается дойки коров. Но немножечко читерит, поэтому я думаю, что там она 5 возьмет, а здесь еще +1 будет. Вот. Ну и по образам тоже она такая, ну, не очень активная была, поэтому я думаю, что заслуженно. Саша тоже 2, ну, это просто потому что немножечко от нее устала. Ксения 4, потому что на самом деле у нее был первый опыт, ну, так же, как и у меня, да, в дойке коров. И это было очень сложно, на самом-то деле, эмоционально и физически. Поэтому она там перед тем, как, ну, это ничего не снимали, да, перед тем, как заходить, у нее немножечко был стресс, паника, но она справилась. Поэтому я думаю, что она заслужила оценку, ну, плюс по образам тоже все хорошо продумала, она даже и мне помогла образ придумать, поэтому 4 заслуженная от меня. И Кристина 5, просто потому что она также помогла мне с образом, с локацией, даже прическу мне сделала, ну, мы вообще друг другу помогали очень сильно сегодня. Ну и в дойке коров она тоже справилась, я считаю. Так что вот, это мои голоса. Ну, я надеюсь, там без обид и так далее. Ну, короче. Ну что, будет новый день и будет новая пища. Завтра мы встаем так же рано. Завтра с утра, девочки, вас сразу же будет ждать испытания. И после обеда вас также будут ждать новые испытания. Поэтому сейчас я предлагаю вам выспаться, отдохнуть. И, конечно, завтра красивыми нарядными вновь попробовать получить самые наивысшие баллы. Ты победила! Победила. Пейте горячий чай, спокойной ночи, увидимся уже завтра. Пока-пока! Смотрите в следующем выпуске. Загон чего? Отойдите там! А где у них дырка? Вот у них дырка! Что ты хочешь, Саша? Вот этих коров вот так! Я так и делаю! Что ты на меня орешь? Ты бегала вот так вот! Есть тут Александра, которая любит наводить интриги.